Мы публикуем главу «Дело Хашалы Гараева, Мухаммедгулы Аймурадова и другие». Уголовное дело номер 628 из отчета «Туркменистан. Государственная политика и право человека 1995-1998». Центральноазиатские страницы. Правозащитный центр «Мемориал». Авторы: Николай Митрохин, Виталий Пономарев. Дело Хашалы Гараева, Мухаммедгулы Аймурадова и другие. Уголовное дело номер 628. Хашала Гараев, этнический туркмен, имеющий российское гражданство, и Мухаммедгулы Аймурадов, гражданин Туркменистана, проживавший в Москве, были задержаны в Ташкенте 28 октября 1994 года и в тот же день самолетом вывезены в Ашхабад. 21 июня 1995 года судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Туркменистана под председательством судьи Джеббарова признала Гараева виновными по статье 15-17-64 части 1, соучастие в подготовке к совершению террористического акта в отношении высших должностных лиц Туркменистана, статье 70 «Антигосударственная деятельность», статье 159 части 2 «Вымогательство, совершенное путем сговора группой лиц», и статье 17-230 «Соучастие в самоуправстве», а Аймурадова виновным по статье 15-17-64 части 1, 70 и статьи 209 части 2 «Побег из места содержания под стражей». Гараев и Аймурадов были приговорены соответственно к 12 и 15 годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима. Дело Гараева и Аймурадова сразу привлекло внимание широкой общественности, поскольку это было первое масштабное политически мотивированное уголовное дело, сфабрикованное Комитет национальной безопасности после получения Туркменистаном государственной независимости. В качестве возможных соучастников Гараева и Аймурадова в деле номер 628 с первых дней фигурировали известные деятели туркменской оппозиции, проживавшие как внутри страны, так и за рубежом. Кроме того, туркменская оппозиция впервые была обвинена властями в попытке вооруженного захвата государственной власти. Уголовное дело с самого начала было засекречено КНБ, тем не менее авторам доклада удалось собрать большой объем документов и информации по этому вопросу. Были изучены ходатайства, заявления и выступления на суде адвокатов обвиняемых, тексты постановления о предъявлении обвинений и приговора суда, некоторые официальные документы российских учреждений, материалы правозащитных организаций, а также выписки из томов уголовного дела, сделанные лицом, пожелавшим остаться неизвестным. Были подробно опрошены родственники обвиняемых, их адвокаты, политэмигранты Абды Кулиев и Мурат Иссенов, являвшиеся по версии следствия инициаторами планов государственного переворота. Часть этих материалов была опубликована на страницах бюллетеня «Центральноазиатские страницы». Информационная сводка по Туркменистану. По мнению авторов доклада, хотя в событиях, предшествующих аресту Гараева и Аймурадова, остаются некоторые белые пятна, их наличие не может существенным образом повлиять на анализ юридической обоснованности приговора и многочисленных процессуальных нарушений, допущенных Туркменистана в ходе расследования данного уголовного дела. Незаконное задержание и выдача в Туркменистан. 26 октября 1994 года Гараев и Аймурадов вылетели в Ташкент, где остановились на квартире родственников Аймурадова по адресу массив Чаланзар 3, дом 29, квартира 12. В ходе следствия и на суде обвиняемые заявили, что целью их поездки в Узбекистан была закупка лука. Позднее политэмигрант Мурат Иссенов в открытом письме к одному из авторов доклада признал, что Ташкент использовался в качестве транзитного пункта и что Гараев и Аймурадов должны были далее выехать в Туркменистан для подготовки митинга оппозиции в Ашхабаде. 28 октября 1994 года в Ташкенте на квартиру к Аймурадову и Гараеву пришли два милиционера и неизвестный человек в штатском, назвавшийся сотрудником СНБ Узбекистана, и предложили им пройти в отделение милиции для выяснения обстоятельств якобы имевшего место конфликта с таксистом. По словам Гараева, в отделении на него и Аймурадова надели наручники и, затолкав в машину, повезли в аэропорт. Никто из сотрудников узбекских правоохранительных органов не представился и не объяснил причин происшедшего. На все вопросы Гараева был дан единственный ответ: узнаешь в Ашхабаде. В тот же день Гараев и Аймурадов были доставлены самолетом в Ашхабад и помещены в следственный изолятор СИЗО КНБ Туркменистана. По мнению адвокатов, на момент проведения операции по захвату Гараева и Аймурадова какие-либо правовые основания для их задержания, выдачи в Туркменистан отсутствовали. Инкриминируемые им в качестве преступных действий были совершены
Гараевым и Аймурадовым по месту их постоянного проживания на территории России, и их расследование относилось исключительно к юрисдикции российских властей. Более того, специально расследовав весной 1994 год обвинение в вымогательстве, якобы совершенном в Москве российскими гражданами, Гараевым и Авды Кулиевым, правоохранительные органы РФ не нашли в их действиях состава преступления. Действия сотрудников узбекской и туркменской спецслужб также противоречили действующим в этих двух странах процессуальным нормам. Как выяснилось, уголовное дело по подготовке террористического акта было возбуждено КНБ Туркменистана лишь 1 ноября 1994 года, постановление об аресте Гараева по делу о вымогательстве подписано 5 ноября и так далее. То есть уже после задержания Гараева и Аймурадова в Ташкенте. С целью скрыть факты незаконного ареста указанных лиц на территории другого государства и последующей выдачи их в Туркменистан, следственный отдел КНБ Туркменистана задним числом сфабриковал так называемые протоколы задержания, согласно которым Аймурадов якобы был задержан туркменскими спецслужбами в Ашхабаде 1 ноября 1994 года, а Гараев – 3 ноября. Позднее заместитель начальника следственного отдела КНБ Туркменистана майор Бекмурат Атузов признал в интервью газете «Туркменская искра» от 3 января 1995 года, что Гараев и Аймурадов были задержаны 28 октября в Ташкенте спецслужбами Узбекистана и переданы туркменским властям. Это признание весьма важно по той причине, что узбекская сторона, по данным МИД РФ, даже в 1995 года продолжала отрицать, что ее спецслужбы имели какое-либо отношение к проведенной акции. Между тем в уголовном деле имеется письмо в Генеральную прокуратуру и Службу национальной безопасности Узбекистана, информирующее, что туркменскими правоохранительными органами расследуется дело по факту вымогательства в отношении Авды Кулиева, Гараева, Чары Кулиева, Халмурада Эсенова. По нашим сведениям, 25-30 октября 1994 года вышеперечисленные лица и Халмурат Саинов будут в Узбекистане. Просим содействия в их задержании. В указанном документе полностью игнорируется факт наличия у Гараева и Авды Кулиева российского гражданства и то, что они не находились в розыске на территории РФ, как следует из текста письма, требование о выдаче Аймурадова вообще не направлялось туркменской стороной в СНБ Узбекистана, тем не менее он был подвергнут насильственному задержанию и выдан в Туркменистан. По имеющимся данным, вопрос о выдаче Аймурадова и Гараева был решен в ходе телефонного разговора между руководителями органов государственной безопасности двух стран. По мнению юристов, вышеописанные незаконные действия сотрудников спецслужб в городе Ташкенте могут быть квалифицированы по статье 137 пунктов «Похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц» и статье 138 «Насильственное и незаконное лишение свободы» Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Гараева в вымогательстве. Вскоре после заключения под стражу 11 ноября 1994 года Гараеву было предъявлено обвинение по статье 159 части Уголовного кодекса Туркменистана вымогательство, совершенное организованной группой, путем угрозы убийством и нанесением тяжких телесных повреждений и принесением крупного ущерба. Гараев обвинялся в том, что 29 декабря 1993 года по просьбе туркменского диссидента Авды Кулиева, проживающего в Москве, вместе с двумя другими лицами встретил в московском аэропорту Домодедово и под угрозой насилия привез на квартиру к Кулиеву гражданина Германии, этнического туркмена по происхождению Абдулла Рашида Назара. Как следует из материалов уголовного дела, 16 сентября 1992 года Абдул Рашид Назар, руководитель фирмы «Назар», и Авды Кулиев заключили письменный договор, на туркменском языке, согласно которому Авды Кулиев передавал Назару $40 тысяч наличными, которые последний должен был вложить в совместный бизнес. Прибыль, за вычетом документально подтвержденных затрат, должна была делиться пополам и соответствующая часть перечисляться на счет Авды Кулиева, который Абдул Рашид Назар обещал открыть в одном из немецких банков. Устно было оговорено, что деньги должны быть возвращены Авды Кулиеву по первому требованию. Абдулла Рашид Назар в течение длительного времени уклонялся от выполнения предусмотренных договором обязательств и не возвращал деньги, несмотря на то, что Авды Кулиев обращался к нему с соответствующей просьбой 4-5 раз. Узнав о приезде Абдулла Рашид Назара в Москву, Авды Кулиев попросил Гараева встретить Абдул Рашида Назара в аэропорту и привезти к нему на квартиру. Вместе с Гараевым в аэропорт приехали еще двое его знакомых, один из которых Муса Муджиев, располагал легковой автомашиной, а другой, Гуванч Гараев, должен был показать Абдулла Рашида Назара, которого Гараев лично не знал.
На квартире Авды Кулиева Назар пообещал отдать деньги в ближайшие дни. В качестве залога им были оставлены личные документы. Гараев и другие лица в разговоре с Назаром участия не принимали. Гараев помог Абдул-Рашиду Назару получить номер в гостинице «Минск». 7 января 1994 года Абдул-Рашид Назар возвратил деньги Кулиеву, о чем последним на тексте договора была сделана запись: «Я получил обратно свои $40 тысяч США вместе с прибылью в сумме $62 тысячи США». Передача денег происходила в гостиничном номере Абдул-Рашида Назара. С Абдул-Рашидом Назаром разговаривали Авды Кулиев и его сын Мурат, а Гараев и Муджиев по просьбе Авды Кулиева находились в холле гостиницы, с целью страховки от возможных инцидентов, при выносе полученной от Назара крупной суммы денег. Находясь в России, Абдул-Рашид Назар не предъявлял каких-либо претензий Авды Кулиеву и другим. Однако в том же месяце, прилетев в Ашхабад, он, вероятно не без подсказки сотрудников КНБ, заинтересованных в дискредитации оппозиции, написал заявление на имя председателя КНБ Туркменистана Сапармурада Сейдова, в котором утверждал, что подвергся вымогательству со стороны группы преступников. По заявлению Абдулла-Рашид Назара КНБ Туркменистана возбудил уголовное дело. 21 января и 27 мая 1994 года в Генеральную прокуратуру РФ были направлены письма с просьбой оказать содействие в расследовании уголовного дела по факту вымогательства у Абдуллы-Рашида Назара $50 тысяч. 25 мая 1994 года газета «Туркменская искра» под заголовком «Обыкновенная уголовщина» опубликовала заметку следующего содержания: как сообщили корреспонденту Туркменпресс в Комитете национальной безопасности Туркменистана, в настоящее время совместными усилиями Генеральной прокуратуры России и КНБ Туркменистана удалось установить группу лиц, которая в декабре 1993 года насильственно захватила в аэропорту Домодедово пассажира рейса Ашгабад-Москва германского бизнесмена Абдулла-Рашида Назара. Сумев вырваться из рук захватившей его группы, этот германский гражданин обратился в КНБ Туркменистана и сообщил о том, что он был захвачен по прямому указанию Авды Кулиева, бывшего министра иностранных дел Туркменистана, который, сколотив методы шантажа и угроз оружием для выбивания необходимых денежных средств. Абдулла-Рашид Назар, в частности, сообщил, что 28 декабря 1993 года, при очередной поездке в Германию, в аэропорту Домодедово его схватили трое неизвестных лиц, насильственно посадили в автомобиль марки BMW, увезли для разборки со стариком. Стариком оказался Авды Кулиев, а разборка происходила у него дома. Под предлогом того, что свой бизнес в Туркменистане Абдулла-Рашид Назар в свое время начал при его содействии, Авды Кулиев с помощью своих подручных, отобрав паспорт и другие документы, стал требовать у него $50 тысяч. Получив отказ, преступники насильно удерживали Абдулла-Рашида Назара в Москве. При этом Авды Кулиев предупредил о том, что ждать выплаты он готов, но если Абдулла-Рашид Назар заявит о примененном против него насилии, в первую очередь в правоохранительные органы Туркменистана, то он будет жестоко наказан. Несмотря на эти угрозы, германский гражданин, вырвавшись из-под ареста, попросил вмешательства компетентных органов. В настоящее время возбуждено уголовное дело и проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на выявление дополнительной информации и показаний о функционировании этой криминальной группы. КНБ Туркменистана с помощью Генеральной прокуратуры России установил 3 подручных Авды Кулиева и сумел допросить их. Разумеется, эти факты и появление лиц, претендующих на какие-то позиции с той лишь целью, чтобы отвлечь внимание от своей криминальной деятельности, говорят сами за себя. Примечательно, что в заметке вообще не упоминается долг Абдуллы-Рашида Назара Авды Кулиеву, а утверждения об угрозах оружием и шантаже не нашли подтверждения в ходе следствия. С целью добиться выдачи преступников в Москве начиная, по крайней мере, с 23 мая 1994 года постоянно находилась группа офицеров КНБ Туркменистана во главе с первым заместителем председателя КНБ Мухаммед Назаровым. 30 мая в Москву были командированы 2 сотрудника Генеральной прокуратуры Туркменистана, один из них следователь Ровшан Арунбаев. В начале июня 1994 года прокурор-криминалист Следственного управления прокуратуры города Москвы Фролов в присутствии представителей Генеральной прокуратуры Туркменистана допросил в качестве свидетелей Авды Кулиевой, Гараева, а также 15 июня провел очную ставку между Абдулла-Рашид Назаром и Авды Кулиевым. Допросы осуществлялись по указанию генерального прокурора РФ на основе отдельного поручения, поступившего из Генеральной прокуратуры Туркменистана. После завершения следственных мероприятий российская прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела в отношении мнимых вымогателей.
Сергей Фролов от имени прокуратуры принес извинения Акулиеву. Такой результат не устроил руководство Кантуркменистана, которое заявило, что правоохранительные органы этой страны сами доведут дело до конца. При рассмотрении обвинения в вымогательстве Верховным судом Туркменистана в июне 1995 года в качестве доказательства вины Гараева пачкивание преступную группу, применяет пачкивание фигурировали показания потерпевшего Абдуллы Рашида Назара, двух свидетелей того, что Гараев встретил германского бизнесмена в аэропорту Домодедово, и двух других свидетелей, которым в январе 1994 года Абдулла Рашид Назар говорил, что у него требуют возвращения большой суммы денег. Никто из свидетелей не подтвердил, что Гараев совершал в отношении Абдуллы Рашида Назара какие-либо насильственные действия, угрожал ему с целью получения денег или вообще обсуждал финансовые вопросы. В качестве главной улики по эпизоду с вымогательством фигурировала расписка Авды Кулиева в получении денег от Абдуллы Рашида Назара. То, что Кулиеву была возвращена сумма большая, чем он отдал Абдулле Рашиду Назару, судом квалифицировалось как получение у бизнесмена путем угроз, вымогательства, со стороны группы лиц по предварительному сговору лишних 22 тысячи долларов. В приговоре, однако, не содержится никакого обоснования того, что избыточная сумма не может рассматриваться как доля Авды Кулиева в общей прибыли, на которую он имеет право согласно договору с Абдуллой Рашидом Назаром. Сам Абдулла Рашид Назар в ходе очной ставки с Авды Кулиевым заявил, что финансовых документов об использовании полученных от Авды Кулиева денег не имеет. По его словам, внесенные Авды Кулиевым 40 тысяч долларов оборачивались в общей массе денег моей фирмы и выделить из них какие-либо обороты невозможно. По информации адвоката Гараева, несмотря на признание следствием Абдулла Рашида Назара потерпевшим, которому нанесен крупный материальный ущерб, германский бизнесмен давал путанные показания, а позднее заявил, что не предъявляет никому моральных или материальных претензий, и даже отказался знакомиться с материалами уголовного дела. В целом ситуацию, когда расследование по факту вымогательства, совершенного в России российскими гражданами в отношении гражданина Германии, проводили правоохранительные органы Туркменистана, трудно характеризовать иначе, чем юридический нонсенс. Несмотря на все вышесказанное, Верховный суд Туркменистана признал Гараева виновным в вымогательстве, переквалифицировав обвинение с части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Туркменистана, предусматривающей наличие организованной преступной группы, на часть 2 той же статьи Уголовного кодекса Туркменистана, вымогательство совершенное путем сговора группы лиц, и добавив статьи 17-230 соучастие в самоуправстве. По участию Гараева в возвращении первоначального долга Абдуллы Рашида Назара Авды Кулиеву, требования о выдаче других лиц, участвовавших в совершении этого преступления, после вынесения приговора Гараеву правоохранительными органами Туркменистана в РФ не направлялись.